Так как правильно говорить? Нагай, Ногай, Нугай, Чолядама или человек Великой Степи? Откуда взялся кавказский стиль и наше отношение к нему? Какую роль сыграла преступная депортация в формировании крымско-татарского народа? Давайте узнаем. Тема Нугаев сегодня актуальная, но актуальная не для всех. Я по наблюдению понимаю, что в Крыму тема Нугаев, она как будто бы не обсуждается. Ну, вроде как есть какой-то степной субэтнос, да, крымских татар. То есть мы все знаем, что у нас 3 субэтноса. И есть такой субэтнос Нугай, и непонятно Нагай, Нугай, Ногай, как бы вот все это, что как в этом разобраться и вообще и для чего сегодня это нужно в первую очередь. Вот, допустим, сегодня мы с тобой в 21 веке живем, да? У нас глобализация, у нас интернет, английский язык, китайский язык. То есть и сегодня мы по отношению к этим государствам, да, к этим нациям, мы как-то выглядим, ну, довольно-таки маленькими. И скажи, пожалуйста, вообще какая актуальность сегодня этого вопроса? Ну, вообще актуальность идентичности, да, вот если вот с этого начинать, актуальность идентичности сегодня, он как нельзя актуален, да, вот это очень высокая актуальность у этого вопроса, потому что сегодня самое главное, одна из самых главных психологических, может быть, проблем, и проблем вообще у людей, у индивидуумов, да, не общества, а индивидуумов, это в самоидентификации, кто есть я, да, кто я такой. И этот вопрос как раз-таки он с развитием вот этого общества, с развитием глобализации, он все сильнее становится. Раньше предполагалось, что с глобализацией вообще этот вопрос уйдет. А сегодня мы видим, что он стал острее. Да? И сегодня ну, как бы в мире есть тенденция возвращения к своим корням и так далее. Есть в одну сторону как бы полностью утрачивание всего, с другой стороны есть тенденция возвращения к корням. Поэтому в этом плане, конечно, этот вопрос очень актуален. И в этом плане там люди хотят знать, кто они есть. Смотри, значит, получается, сегодня знание своих корней – это, условно говоря, лекарство от тревожности, от депрессии. Да, от кризиса, можно сказать. Да, то есть получается, что человек в современном мире противостоит вот этой глобализации именно вот таким образом, да? То есть если ты знаешь свои корни, тебе проще в этом мире. Если ты знаешь, кто ты есть, да, у тебя есть фундамент, на котором ты можешь прочно стоять. Вот дело в том, что глобализация, которая размывает все и вся, она бросает человеку вызов, как бы, да. Либо он теряется, либо он тонет в этой пустоте, да, глобализации, либо он находит себе точку опоры в виде его идентичности, идентификации, да, вот, и он твердо стоит на этом фундаменте. Так, хорошо. Значит, смотри. С этим разобрались, да? То есть, в принципе, разнообразие этносов, субэтносов и вообще национальностей, это говорит о том, что, ну, вообще разнообразные нации, разнообразный человеческий род, да, ну, условно говоря. То есть, скажи мне, пожалуйста, вот Нугай, да, сейчас это большой вопрос. Вопрос этот сейчас поднимается чаще, я так понимаю, да? То есть, и есть такое заблуждение или не заблуждение, по-разному называют этот народ. Скажи мне, пожалуйста, вот есть Нугаи как субэтнос крымско-татарского народа. Есть Нагаи, Нугаи, которые живут дальше, да, это Карачаево-Черкесия, это Дагестан, то есть ну, район Дагестана, Ставрополье. Есть дальше. То есть, в принципе, территория Нугаев сегодня большая. Нужно разобраться вообще, что это за народ и чем вообще друг от друга они отличаются. Вот, допустим, чем отличаются Нугаи, условно говоря, Карачаево-Черкесии от Нугаев Джанкоя? Ну, отличия, конечно, есть. Это вот региональные отличия в диалекте и так далее, там, ну, в каких-то исторических особенностях. Но вот надо сказать, что вот Нугаев
как бы, которые себя идентифицируют именно как ногай, как нация, да, их называют, принято называть нагайцами вот, в русской традиции. На самом деле это такое официальное название, как, например, какой-то народ, там, например, немцев, которые себя дойчи называют, их называют немцами, да, русские. Также и ногаев, которые сами себя ногай называют, да, их называют нагайцами. Есть заблуждение такое, что ногаи сами себя называют нагайцами. Ну, на самом деле это чисто для русского уха, они вот так вот называются. То есть это просто иноназвание. Монет, да, монет, это нагайцы. иноназвание, да. Иноназвание, а самоназвание это ногай. И поэтому вот это заблуждение, оно, к сожалению, есть, что вот есть нагайцы, а есть ногай, как бы это две разные там, структуры, две разные какие-то общности. На самом деле, ну, очень сложно сказать, что там отличий слишком много, да. Отличия они есть, но есть и очень много общего, да, там и те же там князья, общие рода, там и князья мансурские, и там и здесь есть там другие очень... Подожди, это общие князья или это одни и те же? Это одна и та же семья, Да. которые есть и в Крыму, и которые есть и на Кубани. То есть, условно говоря, допустим, вот у меня фамилия Алимов, да? Да. И у меня есть там двоюродные братья Алимовы Да. по отцу. Да. И они живут, допустим, в Старополе, я живу в Джанкове. Да. То есть мы вот такие Да. родственники. И если вот как с мансуровскими произошло, да, там у нас они мансуровскими называются, в Крыму они называются мансурскими, да, но при этом это одна и та же семья, с одной семьи они вышли, да, и как бы они являются князьями одной и той же семьи, ну, княжеский род одной и той же семьи, одной и той же фамилии, и те, которые живут в России на Кубани, это в Карачаево-Черкесии, они являются ногаями, нагайцами, да, а те, которые живут в Крыму, они являются ногаями, крымскими татарами, да, вот так вот условно. Ну смотри, если нагайцы в Карачаево-Черкесии, это нагайцы как, скажем так, самостоятельный народ, правильно? Да. А ногайцы в Крыму, это получается как придаток, субэтнос, получается, крымских татар. Не придаток, а составляющая. Составляющая крымских татар, да, вот так вот вернее будет говорить. Ну, три субэтноса. Три субэтноса, они являются составляющими. Составляющими, да. А теперь получается, сегодня какой вопрос возникает, да? Сегодня ногай, есть такие люди, давай мы будем говорить так, что есть разные мнения. Да, да. Вот есть одно мнение, что ногай Крыма это не ногай КЧР или Ставропольского края. То есть вот такая политика. Типа ногай Крыма это не нагайцы. Да, такая риторика есть, я ее встречаю, потому что нагайцы это люди там в черкесках, с кинжалами, танцуют лезгинку. У крымских сразу срабатывает блокатор, лезгинка это кавказский стиль. У нас, кстати, тоже эта проблема большая есть. У нас кавказский стиль, в принципе, такой объединяющий такой термин, который как-то чужеродно к нам как-то относится. То есть мы чужеродны к нему. И поэтому, когда мы видим, что нагайцы танцуют лезгинку и вот этих попахах, и вот с этими кинжалами, как будто бы сразу срабатывает блокатор, что мы другие. Ну, в чем проблема? Да, интересный момент. Ну, на самом деле, нужно посмотреть в корень, да, вот что является кавказским стилем. Это является, во-первых, одежда, во-вторых, там атрибуты некоторые в одежде, да, как газыри там, и так далее, кинжал. В-третьих, это там культура танца, да, допустим. Но если мы посмотрим на все это и сравним исторические истоки оттуда, ну, и в Крыму истоки там танцев, да, и на Кавказе истоки танцев, мы увидим, что эти истоки, в принципе, из одного места выходят. Это степные истоки там, танцев. Да? То есть на Кавказе вот вся вот эта культура, которая на Кавказе есть, она является как бы в корне степной культурой, которая проникла в горским народам, и горские народы тоже привнесли туда свои элементы. И вот эта вот мейнстримная культура, общекавказская, она не является национальной культурой, но она является региональной культурой. И ногай, как один из компонентов кавказской региональной культуры, да, они тоже пользуются вот всей этой культурой, но при этом у нас есть свои личные танцы, свои там танцы, которые называются, например, тугырык, кошемекей, там, кадау. Кайтарма есть, да. Вот у нас, например, в ансамблях этот танец ставится, да, кайтарма. Он еще, очень давно, как только у нас начали образовываться серьезные ансамбли, один из первых танцев, который там был поставлен, тоже кайтарма это. Вот. То есть вот это все есть. И если мы посмотрим на ту же одежду крымских татар, да, вот национальную одежду, я замечаю, что у крымских татар часто вот в качестве национального костюма преподносится вот эта рубаха, жилетка. Чобан стиль.
Да, чобан стиль, да, вот это вот, ну, шалвары, пояс и так далее, да, вот. Но при этом совершенно забывается то, что вот был еще и костюм, который вот является как таковой черкесской, но без газырей, как бы, да. Черкеска без газырей. И такой костюм действительно есть. Мы видим это у очень многих авторов. Там, у Гейслера тоже самого, там, гравюры. И вот такие. Вот даже есть, например, есть такая гравюра, где вот как раз чобан стиль, да, и вот такой стиль, в который, ну, мужчины в черкеске тоже, без газырей, да. Но при этом, если мы посмотрим, где появились газыри, первыми, да, то одним из регионов газырей, вот эти вот, я имею в виду, наборные такие, да, это был Крым. В Крыму они были тоже действительно, и в вот этой вот гвардии там крымско-татарской, да, вот военного формирования, которое в Крыму было, там и из дворян составлено, они все ходили вот с такими газырями тоже. То есть вот эта вся культура, она была в Крыму. Просто она в какой-то момент пошел отказ от нее, и как бы вот этот вот отказ, он привел к тому, что теперь это считают чужим. На самом деле это не чужое и для Крыма тоже. Ну, конечно, если мы говорим сегодня о каких-то маркерах идентичности, то Крым это считает чужим, но при этом он не должен обвинять, ну, вот в Крыму крымские татары, они, в принципе, не должны обвинять вот нугаев Кавказа в том, что это чужое и для них тоже там. Ну, что как бы нугаи Кавказа из-за этого становятся чужими для нугаев Крыма. Ну, ты же понимаешь, что это такой на уровне кухни. Да, это бытовое мнение. Да, бытовое мнение, но я считаю, что все равно нужно разъяснять, что в Крыму есть еще вот такое и такое, и такое. Это богатство культуры. Нельзя зацикливаться на одном там унификаторском каком-то стиле одежды, да, при этом оставляя то, что реально было. Да? Вот это, ну, я считаю, что это ошибка, и нужно смотреть, ну, более широко на культуру, более широко на то, что, скажем так, носили их предки. Ну, есть какие-то мейнстримные вещи, например, черкесские носили в Крыму, именно черкеска как в кавказском стиле, да, например, там один из князей яшлавских, насколько я помню, Беев Яшлавских, у него есть фотография такая вот в этой черкеске, но это мы понимаем, что это была мода такая, да, вот из-за этого он ее одевал. Вот я не говорю о таких вещах, я говорю о реальных национальных костюмах и реальных каких-то там элементах одежды, которые относились к военной одежде, там, вот, по поводу газырей, которые также, ну, есть вот халпак, да, в Крыму, который является такой же папахой, да, вот. Это вид, просто разновидность папахи, которая распространена на Кавказе. На Кавказе она распространена тоже из степи, да, вот из такой тюркской культуры, да. Это тюркский головной убор, который вообще, по одной из версий, был введен таким народом, как черные клабуки, да, который является одним из предков и нугаев, и крымских татар. Вот. И вообще угузские народы, такие как те же байдары, те же печенеги и так далее, которые являются составляющей частью и вот, ну, нугаев, Кавказа и крымских татар, они носили эти головные уборы. Это угузский головной убор, вот эта вот каракулевая шапка, и она есть как и в Астрахани у нугаев, так и на Кавказе у нугаев, и также в Крыму у крымских татар. И даже в Добрудже есть у там, нугаев и крымских татар, которые в Добрудже, в Румынии живут, у них тоже головной убор сохранился, и он не из-за того, что вот крымские татары в Крыму так носят, они его носят. Нет, у них он реально сохранился тоже. То есть мы видим, что даже вот эта вот папаха, да, в разных видах, то есть она может немного отличаться, да, в региональных отличиях. Мы видим, что она линией, вот такой вот маркером проходит от Астрахани, да, вот, от Волги до Крыма, короче. Вот до Дуная. Так, ну смотри, ты знаешь, вопрос возникает. Мы сейчас будем с тобой говорить про бытовой уровень, потому что бытовой уровень, он, ну, наиболее понятен людям, да, и наиболее массовый. Потому что иногда у людей размышления дальше двух выводов не идет. То есть очень короткий, да, такой горизонт. Смотри, есть такое мнение, что нугаи Крыма и нугаи Ставрополя, да, вот связь между этими народами, вот одним народом, да, она прерывалась вообще? Ну, можно сказать, что она, как сказать, прервалась на какой-то короткий промежуток. Ну, как вот с родственником, которым там 10 лет не виделся, да, и вы же уже все равно другими становитесь. Да, конечно. Не, вот этого отрицать невозможно. Есть региональные особенности, да, и это есть, ну, у самих нугаев есть несколько субэтносов, есть в Астрахани нугаи, есть там в Дагестане нугаи, да, Кара-нугаи, там, есть в Чечне нугаи, терские нугаи, есть в Ставропольском крае, это вот ачукулакские нугаи их называют, бештауские нугаи, кубанские нугаи. У каждого из этих субэтносов есть свои элементы, потому что нугаи как народ, они сегодня живут
ну, как бы в отрыве друг от друга. Да. Вот, и вот этот вот отрыв друг от друга, он рождает некоторые особенности, да, в языке, особенности в каких-то обрядах, культуре и так далее, но это региональные особенности. Мы можем сказать, что это вот такие вот отличия, как сказать, если, ну, вот двоюродные братья друг с другом долго не живут, они потом сразу не могут состыковаться, но при этом они понимают, что они родственники, что они члены одной семьи, грубо говоря, да, вот примерно то же самое. Но вот это членство нам нужно для взаимопомощи или для просто понимания, что вот мы братья? Ну, в первую очередь мы должны это осознавать, только потом мы сможем друг другу помочь также. То есть мы должны сначала осознать, что вот мы практически вот одна семья, да, и, конечно, мы должны друг другу помогать. Но дело в том, что вот и у Ногаев, Кавказа, Астраханской области и так далее, и у крымских татар, да, одни и те же проблемы, по сути дела, да. У нас нет своего региона, у нас нет практически, да, такого прям узкого, компактного места проживания, да, вот сегодня и крымские татары, и Ногаев, по большому счету, если в мировом масштабе брать, мы живем дисперсно, вот, и нам приходится контактировать в разных регионах, даже в разных странах, да, и сегодня, тем более, что мы сегодня проживаем в одном юридическом поле, да, вот, в Российской Федерации, тем более мы должны друг другу помогать на общественном уровне, на культурном уровне и вообще на всех уровнях, там, вплоть до там, правозащиты какой-то и так далее. Ну вот смотри, получается, что наша история сложилась таковой, что у нас была депортация, у нас было принудительное выселение, что если, допустим, до депортации взять 3 субэтноса, они относительно не смешивались, потому что даже вот у меня, я помню, бабушки мои рассказывали, там, Карбабах, Артана, они говорили, что максимум там 2-3 села, ну, по дальности, имелось в виду родство. То есть жили довольно-таки локально. Причем даже ялыбойские села тоже очень локально друг от друга жили, степные села тоже, там и диалекты тоже, поддиалекты были. То есть богатство такое было. Теперь, получается, случается депортация, то есть нас насильно забирают с наших мест, бросают в места ссылки, и люди уже, возвращаясь, еще раз перемешиваются. То есть, вот, допустим, у моей матери такое есть выражение, что вот мы жили в Узбекистане и не знали, кто Ногай, кто Тат, кто Ялыбойский. То есть это что же показать? Да, конечно. И вот смотри, теперь, получается, крымские татары вернулись в Крым. И что теперь делать вот с этими ногаями, которые уже вообще практически не ногаи? То есть, допустим, если мы берем там 2-3 поколение уже новых крымских татар, которые родились в Крыму, они уже и татлы, и ялыбой, и байдарские, орлинские, и такие залетные, перелетные. То есть у нас уже все. И сейчас, когда мы говорим про какую-то дискуссию между ногаями, да, но мы-то, получается, уже не совсем ногаи. Ну, смотри, мы говорим о ногаях Крыма не как о каком-то отдельном народе или не как о части исключительно ногайского народа, да, в общем. Мы говорим о ногаях сегодня как о части, как о составляющей части крымско-татарского народа. Если там до революции, да, там, до Советского Союза, до депортации, да, мы могли, ну, не мы, а какие-то исследователи могли говорить о каких-то отдельных народах, да, как мы это видим в списке народностей СССР за 1927 год, там вот есть южнобережные или горные крымские татары, которые обозначены татами, и степные крымские татары, которые обозначены ногаями, как отдельные два народа мы их видим, то, конечно, после вот депортации, после возвращения об этом говорить вообще не приходится. То есть я не говорю, что до этого не были одним народом. Были одним народом, но некоторые исследователи рассматривали как разные народы. Но вот после депортации, после возвращения об этом говорить не приходится. Вот после депортации вот, ну, исследователи констатируют, что завершилось построение, полное завершение, наступило построение единой нации. Да, вот. Сегодня крымских татар как раздельные нации, о крымских татарах как о отдельных там, 3 нациях мы не говорим. Сегодня об этом нельзя говорить. Депортация как бы довершила этот процесс. Он уже шел, этот процесс, я думаю, что и до депортации уже был необратимым. Как бы один народ уже был. Да. Это самосознание всех 3 этносов в рамках одного народа. Да. То есть, условно говоря, Ногай Джанкой понимал, что
там Мемет Да. под Судаком, это, в принципе, Крымский Гурмиле. татарин. Да, в принципе, да, потому что мы не видим другого проекта. Когда становление Советского Союза было, там было множество проектов, да, как там, например, какой-то проект общетюркский, какой-то проект региональный, какой-то проект племенной и так далее. Да. В Крыму мы не видим иных проектов, кроме как единого крымско-татарского народа. То есть мы видим, что когда вот становление еще Советского Союза шло с 1917 по 1922 годы, мы не видим других проектов, реально. Мы видим, что есть общий проект крымских татар, куда входят и южнобережные, да, Ялыбойлу, куда входят и таты, куда входят и Ногайлар, да, вот степные. И в этом смысле уже тогда не приходилось говорить о каком-то отдельных каких-то крымских ногаях, которые будут записываться именно к общеногайскому проекту. Тогда еще с тех пор мы видим, что вот есть крымские татары, есть ногаи как два проекта, но при этом осознавали ли они общность или родственность друг друга, да, они это осознавали. Даже мы видим, что были контакты таких там выдающихся личностей из крымских татар и из ногаев. Например, вот когда Бади Аджигильдиев был такой глава Ногайского района Дагестана, он был в Крыму, он встречался с Ахмедханом Султаном, и они встречались, общались и так далее. И я считаю, что эти встречи не просто так, да, происходили. То есть они же не могли прийти и там на основе того, что ты коммунист, я коммунист, я в общем, да, вообще, типа, давай встретимся, поговорим. Нет, они же встречались и общались из-за чего-то, и, как мне видится, это было именно родственное, да, вот такое вот осознание родственности, осознание братскости, да, вот такое единство, этническое единство. Мы можем говорить о отдельных политических проектах крымско-татарском и ногайском, да, даже в исторической перспективе, когда мы видим, с одной стороны, Ногайскую Орду, с другой стороны, Крымское ханство. Да, вот даже Волга, вот берега Волги, они разделялись на Ногайскую сторону и Крымскую сторону. Это говорит о том, что вот эта Волга, да, река Волга, она разделяла в какой-то период два политических проекта. Да. Ногайский и крымско-татарский. Но при этом можем ли мы говорить, что этнически это разные народы? С одной стороны там были крымские татары, с другой стороны ногаи. Мы не можем говорить, что вот эти из-за политических разногласий они были разными народами. Тогда об этом речи не шло. То есть сейчас разговор а Ногай и Ногай – это только политический разговор? Это разговор национальных проектов. Сегодня мы можем говорить о том, что сегодня есть какой-то там путь, да, какая-то дорожная карта, когда мы можем эти два национальных проекта, да, не в ущерб вопросу идентичности объединить. Объединить для чего? Для решения общих проблем. Согласись, что мы сегодня говорим больше о сохранении, о выживании наших народов. Да, выживание – это актуально. И когда вопрос стоит так, то мы должны какие-то усилия объединять и должны бок о бок идти вперед. А если мы говорим о крымско-татарском и ногайском народе, да, то мы говорим о двух самых близких народов. Вот, например, крымским татарам нет ближе народа, чем ногая. И ногаям нет ближе народа, чем крымские татары. Сейчас Ялыбойский Шевкет скажет, подождите, а как же Турция? Турция... В Ялте сидит и говорит, бизе Türkler. Крымско-татарский народ, он состоит именно из трех этносов, да, и если мы посмотрим на самый большой субэтнос, на самый большой по миру, если мы посмотрим, то мы увидим, что основа крымских татар, историческая основа, она была степной. Крымское ханство, оно было вот именно, сердце его и основное войско, оно состояло из степи и так далее. И в этом смысле исторически мы можем говорить, что именно с исторической точки зрения, что самым близким народом, крымским татарам, являются ногай. Но если мы говорим о ялыбойской стороне, да, то да, там есть ялыбойцы, есть таты, которым, может быть, скажем так, в какой-то степени по языку ближе огузские народы, да, но мы также не должны забывать, что ногаи, они принимали участие и в формировании ялыбойского этноса тоже. Есть такие, да, замечания, что на южном берегу были тоже, какие-то ногаи, которые туда проникали, которые там тоже растворялись. В этом плане нельзя говорить о какой-то разнице такой резкой, да, что вообще у ялыбойцев нет связи с ногаями. Они как раз таки есть. И они шли со степи.
И поэтому, да, там ялбойцы могут сказать, что турки нам ближе, но при этом сказать, что степь им чужая, они же не могут. Ну, понимаешь, опять же, говоря таким простым бытовым языком, да, у нас сейчас внутри народа есть такое где-то шуточное, где-то пренебрежительное, где-то агрессивное мнение, что ногайи — это монголы. Даже среди наших. То есть я уже не говорю о внешних ярлыках, которые приклеиваются. Да. То есть как разобраться в этой ситуации? Допустим, говорят, да, что вот был Крым, пришли монголы, то есть вот ушли и получили ногаи, остались ногаи, получается. Это мнение, во-первых, оно, скажем так, ошибочное, потому что в этногенезе ногаев монголы принимали участие, но принимали участие минимальное. В основном это как раз-таки домонгольское население, в основном кипчакское, да, куманское население. И также алано-сарматское, да, вот аланы, сарматы, скифы. И также огузское, печенеги там, и другие вот огузские племена, да, половцы это вот кипчакское как раз. Что касается монгольской составляющей ногаев, это опять же стереотип. Да, вот нужно работать над тем, чтобы эти стереотипы убрать. Что на самом деле, ногаи это не монголы. Монголы, есть монгольская составляющая, но она в последнюю очередь. Да. Вот. И если мы посмотрим даже на исследования, я все-таки как исследователь к этим вопросам подхожу, если смотреть на исследования, то даже к ногаям, которые живут, например, в Астрахани, у которых монгольская составляющая является самой высокой, около 30%, да? Ближе всего. Да. То мы увидим, что вот эта монгольская составляющая попала к ним только в 17 веке, что совпадает с приходом калмыков. То есть вот это вот определенное смешение калмыков, да, с калмыками, ногаев с калмыками, да, оно породило вот эту вот монгольскую составляющую. А до этого этой монгольской составляющей нет. И более того, доказательством этому являются польско-литовские татары, да, которые являются частично потомками ногаев, частично потомками крымских татар, и у которых монгольской составляющей вообще нет. То есть если они потомки ногаев, что общеизвестно, то если ногаи — это монголы, то почему у польско-литовских татар нет монгольской составляющей? Польско-литовские татары, у них этногенез состоит из ялбойских тоже? Или только степь? Я думаю, что там преимущественно степь, но, возможно, таты тоже туда попадали. И мы знаем, что караимы попадали тоже в Литву, и там даже есть вот эти караимские определенные группы, да, которые туда попали. То есть мы видим, что не только степь, не только именно ногайская, да, вот это вот крымско-ногайская, да, вот эта составляющая, но и караимы тоже попадали, и поэтому можно говорить с определенной долей вероятности, что туда попадали и таты тоже. Вот. Допускать, да? Да, допускается. Но при этом у них вообще нет монгольской составляющей. Вот. И генетические исследования, и определенные там другие исследования, которые изучают происхождение народа, говорит о том, что у них нет монгольской составляющей. Если же нам возразят, мне возразят, что посмотри, у них есть там найманы, у них есть конграты, у них есть имена. Да. Имена монгольских племен, то на этот вопрос очень хорошо ответил тот же Вадим Винцерович Трипавлов, это ведущий ногаевед, ведущий человек, ведущий ученый в России, который изучает происхождение ногаев, историю ногаев, то мы увидим, что он как раз-таки тоже говорит о том, что, он объясняет это как, что были кипчаки, половцы, куманы, да, вот эти вот кипчакское население, которое главенствовало в этом регионе, и когда пришли условные монголы, да, то они, то на западнее Волги, да, вот западнее Урала дошло очень мало монголов, их было практически несколько... То есть это уже собранные племена шли дальше, да? Да, собранные племена. И монголов там было очень мало, и они являлись главами вот этих вот нутагов. Управляющими регионов или элей, да, нутагов, на которые поделена была новая территория кипчаков. И часть кипчаков взяла племенные имена вот этих своих глав. Найман, Конград. То есть это просто бренд? Да? Это бренд, имя. Да. А если мы посмотрим на то, кто они, скажем так, условно генетически, то они оказываются теми же кипчаками. То есть условные найманы, они окажутся кипчаками, да, вот. Или условные мангыты, они окажутся не монголами, вот, которые, да, у них... Я не говорю про род мангыт княжеский, я говорю про племя, да, вот, среди ногаев.